Грибы я замочил в воде. Несколько раз я буду споласкивать. И сейчас залезу на крышу. Убрал 3 шифера. Шифера очень большие. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 волн. Ребят, пока варится суп, я решил подкорректировать новую оптику. Ну, проверим. 50 метров расстояние. Примерно хоть куда пойдет пуля. Как бы с 50 метров пуля в пулю уйдет. Потом со 100 метров что-то непонятка была. Начал чистить грибы. Смотрите, сколько тут этого губкой, или как называют. Вот так все я очищаю. Ничего здесь не оставляю. Вот тут бывает грязь еще. Вот так. Ну и все, так режем. Вот такие на мелкие куски. Сейчас позавтракал. На сон потянуло. Блин. Так и вырубает. Хочется поспать. Встал рано. Да и спал не так хорошо сегодня. Вот. Не спать не днем никак. Потому что дел много. Возможно, даже я завтра обратно поеду. Так что по максимуму все буду делать сегодня. Переночуем, завтра чернику пособираем и поедем. Ну, примерно вот такой процесс, ребят, чистки грибов. Темновели. Кученевели. Ладно. Ну, гуляй, ну. Только я снять чай. Грибы я замочил в воде. Несколько раз я буду споласкивать. И сейчас залезу на крышу. Уберу 2,5 шифера тут. Вот этот ряд. Потому что где-то вот в самом углу, где вот доски стоят, с того района где-то вот течь идет. Мне как бы знакомые сказали, кто ночевал здесь. Плохо то, что я не взял гвоздодер. Одним словом, шифера убираю. Те доски тоже убираю. Стелю новый рубероид. И прибиваю вон те доски. И пока все будет хорошо. Да, Тулами? Да. Я его уже накормил. Довольный. Да? Гуляй. Вон какая-то птица. А, этот дятел, черный дятел. Ребят, рассказываю. Убрал 3 шифера. Шифера очень большие. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 волн. И по длине, но самые, наверное, большие. Очень тяжелые, неудобные, блин. Это не андулин. Вот, ну что я вижу? Убрал гнилые доски, вот сбоку, которые прибиты были. Вот где-то течь вот тут. Вот примерно вот в этом месте. Не знаю, вода откуда идет. Там уже, наверное, 2 слоя рубероида тут. Под шифером еще рубероид как новый. И, между прочим, это старый СССРовский еще рубероид. Знаете, какие хорошие тогда были. Ну, сейчас я измеряю там по длине. По ширине-то есть. И
Раз, два, три, четыре, 5 штук мне нужно. Давайте 6, наверное, сделаю. Побольше нахлёст поставлю. И обратно эти рубероиды поставим. И вон те доски еще. Как-то прибью или прижму как-то поперек доской, чем все доски эти прибивать. С концов, двух с концов, наверное, прижать лучше. Но, конечно, знаете, вот или где-то шифер купить там поставить, или же этот типографические листы, вот что мы постелили вон туда. Видите, какая крыша получилась хорошая. Вот. Ладно, пока этим займусь, доской прибью, а там видно будет. Ну, прослужит еще десяток лет. Ребят, рассказываю, что я сделал.
вплотную прибил 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 досок и прижал 2 гвоздями. Я все доски не стал уже прибивать. Я прижал доской. И сверху тоже. Знаете еще что? Вот сейчас очень ровно у меня все получилось. И так как у меня шифера нету, у меня дома еще остались вот такие листы типографические. И шириной, вот если так поставить, покажу вам. Вот. 1, 2. По 2 штуки. Мне надо 16 штук сюда заготовить. Ну, загнуть там. Все это дело я дома сделаю. Все четко будет получиться. 16 штук привезу. 16. Ну и там еще, вот видите, шифер отломан. Туда еще 2 штуки. Ну, примерно 20 штук я привезу из дома. Вроде дома еще остались. И этот участок я закрою вот этим листом. И все, ребят, будет 100 лет еще крыша. Как бы шифер этот старый, хороший еще. Он толстый, крепкий, не ломается. В общем, качественный шифер. Ну и здесь еще кусок. Как могу, так и выхожу из положения. У меня в данный момент нет шифера, я сделаю вот этим. И все нормально будет. Вон там, как закрыли, здесь то же самое закрою. Ну, на крыше я на сегодня работу закончил. Это я все. Ну, это я, когда буду закрывать, вот эти доски я обратно уберу сверху и снизу. И уже, как сказать, все я покажу, если что, буду делать. Все это вы увидите уже в следующем фильме. Ну, со стороны вот так все это выглядит. 3 раза менял уже воду. Сейчас более-менее он прозрачный. Ну и гриб вымыл, короче, от и до. Вот, все это перекладываю в котелок и варю. Потом уже добавляю картошку. И будем варить суп. Приправы больше ничего добавлять не стану. Может, лучок еще закину еще. Вот. Одну ножку еще почистил. Остальное выкинул. Вот, вода уже как бы не такая грязная, как первый раз. Ребят, пока варится суп, я решил подкорректировать новую оптику Westhunter. Сейчас проверил старую оптику Pilad 4х32. Как бы все нормально по уровню. Вот так все выглядит. Не знаю, ребят, видно вам или нет. Дома посмотрю тоже. А дело в том, что вон там у меня повесил шнур. И когда прицеливаешь, вот вертикальная шкала должна идти по шнуру. И горизонталь. Горизонталь уже проверяем по уровню. Вот этим. Ну, такой с Алиэкспресса купил. Так ставишь. Должно быть все посередине. Это горизонтальная шкала все равно будет. И вертикально, в принципе, я даже, знаешь, это у меня старая настройка. Я даже и трогать не стану ничего. Как бы вроде ничего так. Не знаю вам, ребят, видно, не видно. И также сейчас я уже буду подгонять новый прицел. Вот. Чтобы все было ровно. Горизонталь, вертикаль и немножко, может, даже и постреляю.
Поставил новый оптический прицел. Вон он намного крупнее, больше, конечно. Ничего еще не настраивал. Также не знаю, видно, не видно вам, ребят. Но видно, что неровно стоит. Все наискосок. Хотя я уже на оружие горизонталь все проверил. Все четко. Только остается мне чуть-чуть покрутить и настроить вертикаль. Так, примерно. Не знаю, ребят, видно, нет. В общем, буду настраивать. Так, уровень на середине. Ну и здесь все в порядке тоже. Немножко ветрено и веревку чуть-чуть шатает. Не знаю, ребят, видно, нет. Самое главное, я вижу, что все в порядке. Оружие настраиваю под себя. Ну, примерно так. Так, ребят, оптический прицел я подтянул. Пробный первый выстрел сделаю. Куда улетит пуля. Патроны Матч. Уже сколько лет я им пользуюсь. Ну, проверим. 50 метров расстояние. Примерно хоть куда пойдет пуля. Блять, напротив солнца, конечно. Не попал. Вот такая банка. Левее пошла пуля, левее. В принципе, еще чуть-чуть поднять и право сделать. Так, 3-6 сантиметров. Попал, ребят. Сейчас еще один выстрел сделаю и сходим. Чуть-чуть поправку тоже сделал. Сейчас. Опять попал, слышали? И еще третий выстрел. Думаю, достаточно будет. Третий выстрел, бахну. Пуля пулю. Еще третий. Ну, нормально, чуть-чуть дернула. Ну вот. Третий раз выстрелил как-то тоже уже. Сперва вот 2 пули. Третий вот сюда. Ну, вот мой палец. Буквально 1,5 сантиметра примерно. Здесь вот так. Сперва вот сюда пришла пуля, потом вторая сюда. Потом поправку наугад так закрутил, вот сюда выстрелил, опять покрутил, вот сюда попал. Вот. И вот 3. Хорошо вроде. Это стрелял Матчем. Сейчас еще буду стрелять, вот сюда буду прицеливаться, вот сюда кучу соберу, вот сюда. Не сюда в середину, вот сюда буду стрелять. В принципе, высоту и, ну, в середину бьет, все хорошо. Сейчас вот сюда буду стрелять, вот. Камеру оставляю. Сам пошел, короче, вот так все это и будем снимать. Короче, ребят, пытался стрелять вот сюда примерно. Прицеливался вот сюда. Все равно в середину идет. Как ни крути. Ну, где-то вот сюда
прицеливался вот. Чуть-чуть ниже шло. И не именно вот сюда, а вот сюда именно вот прицеливался. Примерно так. Ну, вроде нормально куча. Куда лучше. Меня все это устраивает. На сегодня стрельбу закончил. Потому что это ерунда. Сегодняшняя пристрелка, потому что сегодня тепло. А на осенней охоте уже холодно будет. Я по-новому еще буду стрелять в банку. Пока все радует меня. Это стрелял с нового оптического прицела на 50 метров. Вот. Получается West Hunter 16-кратный. 9-кратном этом смотрел. 9 крат. Еще, наверное, ну, на 100 метров, думаю, уже не стоит сегодня. Не буду. В другой раз, когда прохладнее станет. Именно для осенней охоты. Самое главное, видно, что хорошо попадает. Прицел работает. Главное, чтобы руки не тряслись. Посмотрел еще дальномер до банки 50 метров, ну 50-51, вот где-то вот так. И другая доска, где у меня стоит, до туда 100 метров. Так что все нормально, я так наугад измерил и все четко. Короче, на 50 метров вот этот оптический прицел пристрелял я. Так, короче, я, ребят, еще десяток патронов выстрелил. Сейчас схожу 100 метров расстояние. Не стал снимать ничего. Немножко расстраивался, немножко радовался. Как бы с 50 метров пуля в пулю уйдет. Потом со 100 метров что-то непонятка была. Ну, сейчас сходим, покажу вам результат. Сейчас последняя пуля. Вот сюда пришла, вот. Вот она. Предпоследняя вот здесь, последняя вот тут. Ну вот так. Короче, со 100 метров бьет. Последняя пуля вот здесь. Предпоследняя вот тут. И вот так банка висела. Потом вот так повернула. Ну вот начальная вот сюда. Как-то, знаете, вот сюда пришли, вот сюда. И здесь прилет был. Это когда непонятно, какой шкалой там прицеливаться со 100 метров. Потом немножко понял. И вот результат. Вот. Последняя вот здесь. Вот так стояла банка. Ну, примерно так, ребят. Небольшие пострелушки у меня. Все, закончились. Со 100 метров я смело могу сейчас охотиться тоже. Попадает, в принципе, нормально. Так, еще добавлю, ребят, вот столько лука. Маленький лучок. Так. Чуть-чуть растительного масла. Все достаточно. Ну и соль еще. Соль, кто как, сколько кушает. Лучше не пересолить. Ох, какой наваристый, ребят, смотрите. Там 1 к 1 гриб с картошкой. Очень много гриба. О. Ну и пусть еще примерно до готовности картошку буду варить. Пробуем, что получилось. Тулан сидит там. Вот такой супчик, ребята. И туда еще бахну, знаете что, майонез. Обычно вместо растительного масла добавляем сливочное масло. Но сегодня масла у меня нету.
И все. Такой спец обед. Время, наверное, уже. Время 4 час. 15 часов 48 минут. В планах у меня еще, как сказать, заготовить немножко дрова. Там возле дороги много остатка, там вершинки. Наверное, я привезу сюда и спилю. И еще порыбачить. А на охоту сегодня я не пойду. Завтра с утра, если проснусь пораньше, завтра с утра на охоту пойду на уток. Пару озер проверю. Вкусный суп получился, поверьте. Наваристый, и вкус гриба очень прям даже дает. К сожалению, горячий, немножко, чтобы остыло. Ну, одним словом, я обедаю. Вот такой обед. И, если честно, кушать вообще не хочется. Хочется пить. Я сейчас кружку чая выпил, ну, как будто и ничего не пил. На улице жара, очень, очень жарко, и силы отнимает это солнце, конечно. Лучше в тени сидеть. Вкусно. Да. Вот я его приучил не выходить. Он никогда не перешагнет этот порог.